В Коми в рамках нацпроекта образования, несмотря на пандемию, было выполнено все, что было запланировано на 2020 год. В сельских школах создали точки роста, отремонтировали спортзалы, спортплощадки, ввели сразу несколько новых образовательных учреждений, в Ухте открыли кванториум и 5 мастерских в СУЗах. Об итогах уходящего года рассказала министр образования на заседании коллегии ведомства и, конечно, поделилась задачами на 2021. Елена Кононова подробнее. Вместо учебных кабинетов – домашняя обстановка, а уроки по скайпу. Известное событие весной 2020 года заставили все образование перейти на дистант. Школьникам, студентам, родителям и педагогам пришлось учиться жить и работать на удаленке. И учебный год завершали уже в новом формате. Я нахожусь на дистанционной форме обучения. Преимущество дистанционной формы обучения в том, что можно заниматься в любом удобном тебе месте, даже лежа или сидя на кровати. Но несмотря на эти ограничения, итоговую государственную аттестацию прошли успешно и смогли подготовиться к новому учебному году, говорит руководитель профильного ведомства. Учебу продолжили уже в очном режиме, при этом соблюдая все меры безопасности от ковида. И сегодня пока нет оснований возвращаться на дистанционное обучение. Но тем не менее действие санпинов продлено до 1 января 2022, поэтому школы должны быть во всеоружии. 101 образовательное учреждение региона получило новую компьютерную технику, а в следующем году оснащение продолжат. До конца 2021 года во все школы должен поступить интернет той скорости, которой он должен быть. Это 100 мегабит в городских школах и 50 в сельских. Сейчас у нас 53% школ имеют такую скорость. Если вдруг все-таки случится частичный или массовый переход на дистанционное обучение, позиция такая. Все-таки разумно подходить там, где позволяют условия технические в первую очередь. Там это будет организовано онлайн. Где это невозможно, у нас есть нам привычные средства обучения, учебники, тетради. И если практика такая есть, при необходимости как детям, так и педагогам передавать имеющуюся компьютерную технику для работы дома. В этом учебном году в некоторых школах республики стартовала новая программа. Там старшеклассники проходят профессиональное обучение. Напомним, с этой инициативой еще осенью выступил глава Коми. Профильное ведомство опросило учащихся 9-11 классов, а их порядка 14 тысяч, и выяснило, что каждый 10-й из них вместе с аттестатом зрелости еще не против получить и корочку о специальности. С ноября занятия начались на базе 20 СУЗов и учреждений дополнительного образования. У нас, к сожалению, еще есть муниципальное образование, где площадок профессиональной подготовки пока нет. Ну, там по разным причинам. По причине, например, отсутствия на территории учреждения среднего профессионального образования, либо пока отсутствие лицензии в школе на реализацию образовательных программ профессионального обучения. Но эту задачу мы будем ставить также перед муниципальными образованиями с учетом имеющихся ресурсов, с учетом востребованных на рынке труда профессий. Сегодня в стенах своих школ профессию получает 1417 старшеклассников региона. Самые востребованные специальности – водитель категории «Б», оператор вычислительных машин, младший медицинский персонал. После окончания учебного заведения они могут уже устроиться на работу. В следующем году географию республиканского проекта планируют еще расширить и охватить больше участников. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал «Юрган».